Ну что, братцы, всем привет! После той сумасшедшей рыбалки по окуню, ребята, и той поломки, ребят, прошло буквально сутки. Толком не спавший, но в общем, ребята, все решилось, я уже в строю, я уже на ходу. Буквально, ребят, прошло сутки, и я починил мотособаку, ребята. В общем, вчера спокойненько, ребят, разобрал, посмотрел, что и как, присмотрелись. Подумали, как проще сделать, ребята, и все решилось. Руся, спасибо тебе огромное, выручил, как обычно, ребят. Кстати, тот же парнишка, который делал кофр. Ну, в деревне, знаете, ребята, наверное, у многих так, есть своеобразные кулибины. Кто-то что-то строит из дерева, кто-то занимается железом, кто-то там ремонтирует машины. У нас то же самое, ребята, не надо никуда ездить, какие-то там ремонтные услуги обращаться. В общем, каждый занимается своим делом. И, конечно, я обратился к Руси, и все решилось, ребята. У Руси есть инструменты, есть сварочные. В общем, ребятки, все мы вчера сделали. Понятно, это было ночью, ребята. Руся работал. В 9 я к нему, наверное, пришел. Начали мы там подготавливать запчасти. В общем, и все, ребят, решилось. Благо не снимал, потому что было поздно уже. В час ночи я пришел домой, ребята. Поставил в баню детали, которые покрашены были. И, в общем, сегодня спокойненько утром я собрал. 10 утра, ребята, суббота, выходной. Видно много следов. Проехали на рыбалку. Я тоже, ребят, сегодня съезжу. Так, до баньки на 2-3 часика. Попробую половить живца. Ну и, в общем, так посплепчичаем, потому что сегодня будет куча народу. Много будет всяких разговоров, кто где был, где что отловился, тем более первый лед и так далее. Ребят, показываю. В общем, помните, отломились вот эти ухи. Вот так получается. Здесь это было ухо, и с той стороны они у меня обломились. Ну вот, ребят, мы наварили вот такие уголки. Обрезали вот таким образом их. Соответственно, и все, заварили, ребят, и покрасил я. Смотрите. Сначала купил 2 баллончика, грунтовочку и черную краску. Эмаль получается. И все, ребят, смотрите, даже не видно, что какие-то были поломки. Соответственно, все, ребята, четенько проварили. Сделали отверстие, все подрасчитали, размерили. И все классно, ребята. Здесь, соответственно, ребят, была вот эта трубка. Просто трубка, приваренная вот к этой трубке. Руся вот наварил, ребят, вот такой уголок сразу. Ну, Андрюха говорит, чтоб уже было, говорит, по уму все. В общем, ребята, все здесь четко, все классненько. Ну вот, ребят, смотрите. В общем, даже и не понять, что что-то какие-то были изменения. Ну, я думаю, даже стало намного лучше и намного уверенней. С этой стороны вот так выглядит. Простой уголок. Точнее, это было не уголок, а вот с такой мы тут отпилили. Тут сделали подыскос, сделали отверстие. Ну и все классно, ребят, получилось. Благо все разбирается. Не надо было тащить мне целый модуль. Снял руль вытащил, открутил здесь, открутил сиденье. Сиденье снизу мягко открутил. И просто понес 2 детали. Спокойненько подогнали. Ну и, в общем, все четко, ребят. Все это делается, все это нормально. Есть, да, какие-то недоработки. И, в общем, я потом посмотрел, что это лопнуло не по сварке, а по металлу, соответственно. И это, наверное, тот момент, ребят, что когда я искупался, когда я утонул, когда я газовал до деревни, чтобы не замерзнуть по этим кочкам, наверное, там где-то я и надломил, потому что скорость была жесткая, кочки, я летел страшно, и, наверное, ребята, в этом расчете я где-то и сломал. Ну все, ребята, собрал, подтянул, промазал, опять же, небольшой капремонтик сделал по модулю, тут протянул, склизы протянул. Все, ребят, газулечку сделал, отлично. Ладно, прокатимся, еду на Малую реку. Говорят, рыбка там зашевелилась. В общем, сегодня попробуем живца рыбачить. Ну и так, пообщаемся с народом, посмотрим. Все, погнали. Заводится как часики, ребята. Погода сегодня шикарная. -3 всего. Вчера была пурга, шел сильный снег. Вот свеженький снежочек надвалило. Все, похромали потихоньку.
временем допылил до реки, ребята, уже. Ну, я так и понял, что все идут на яму. На одну единственную, которая здесь поблизости. Смотрю, даже кто-то на машинах поехал. Но снега еще не особо много. На Невасике, допустим, можно продвигаться. Вот, есть следы. Ну и много следов, конечно, от всякой различной техники. Снегоходы, мотособаки, бураны и так далее. Перекатности еще открыты. И вот этот снежок, ребята, который сантиметров 30 уже накропалило. Но капкан такой не маленький. Потому что, блин, лед еще не особо окреп. А вот этот снег запорошен на небольшой капкан. Ну, в целом мне терять уже нечего. Я сезон купальный открыл. Но повторять желания нету. Ладно, ребята. Осталось километр и будем на месте. Ну вот, в общем, как и предполагалось, 4 машины. Снегоход, русская механика. 1, 2, 3, 4, 5 мотособак. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мотособак. Даже мотоцикл, ребята. Даже мотоцикл. Да. Народу, ё-моё. Беру беру кан и пойдем посмотрим, что там местные ловят. Варяг 550 тайга, а это Днепр. Ладно, кормачок тут нам поможет. И комбикормчик, наверное. Самодельный кормак такой у меня. Погнали. Вот как бы именно хорошая. Будем, ребята, рыбачить на такую снасть. Это поводок. Просто поводок, грузило и крючок. Без мормышки. Грузило 2 грамма. Поводочек такой. И маленький крючочек на барыш. Раз, 2 штучки подцеплю. 2. Так. Погнали. Здесь течение, поводок играть будет нормально. Глубоко. Все, грузил на дно.
Вот его тащит даже. И поводочек где-то там играет. Сейчас Кармак заработает, я думаю. Начнем. Есть. Ну какая, ребят, хорошая. Хорошая плотва. Вот только этот поводочек работает. Хитро. На мормышку тут невозможно. Блин, тут как раз находили так сильно. Раз. О, сразу, видите, ребята. Раз. Есть. Все. Поводок укоротил и пошла возня. И пошла возня. Погода сегодня как раз плотвина. Шуга, что ли, подо льдом. Походу. Есть. Не знаю, что тут не ловит. Долго надо поднимать, долго спускать, ребята. Ну все же. Кармак держит рыбу. Мелкая какая-то. Живет в самый раз. То, что нужно. Опа. Народу труба. За прибытие чайку надо же, ребята, хапнуть. Точно. То, что не наезд живет. Сегодня миссию свою выполню. Завтра, ребята, попробуем прорваться. Покрупнее, ребята. Аж бодается. О, какая сельдь. А пока все в кан. Дома потом отсортирую. Нормально. Что опять крупненькая, ребята. Какая сельдь. Еле-еле что-то есть. Ничего, такая средненькая. Пойдет. Таких на живца тоже самый раз, ребята. Двойник большой у меня. Классно. Покрупнее, ребята. Какая сорога красивая. Ах, леска путается. Ну, ребята, давайте за рыбалку. Народ только подтягивается и подтягивается.
Нет, что-то, ребята. Ну, какая лошадь, бля. Ух ты. Ух ты. Что такое? Бодается прям. Потвичка. О. Коцана. Смотрите, ребят. Щука бодает. Женька. Женек. Видишь? Щука ходит. Щука ходит. Мак, ребята. Потрясешь тоже. Поднимешь муть. И все. Что-то затишье. Все что-то начали бегать к обеду. Но я нормально, ребята, уже накидал. Кстати, поймал плотву коцаную. Щучка тоже тут гуляет. Воды давануло на лед. Куча. Сантиметра тут, кстати, 4, ребята, лед. Здесь только-только замерз. А по края уже там сантиметров 10. Красивая, ребят. Красивая плотва. Сорога. Чебак. Как там? У многих по-разному. Погода сегодня такая для нее как раз. Вечером, наверное, будет супер клев, скорее всего. Если днем клюет, вот так, то вечером будет вообще, наверное, супер клев. Ничего не играю, просто ставлю. Поводок сам все делает. Тут, кстати, рыбалка на вертолеты классно получится. Мимо. Много холостых поклевок. Блин, что делать сразу? Есть. Ну какая, ребята. Сейчас ходил к берегу, там ребята мелочь ловят. Ну, тут на середке прям четко. Все лазят, что-то лазят. Еще на одного поймаем и менять надо. Ух ты, ребята, какой-то прям бодается течение. Течение тащишь, как будто крупное. Приятно с глубины на течение доставать на тоненькую леску 0,1.
Больше, наверное, спускаешь, чем ловишь. Сразу вон поклевка, ребят. Стоит возле кормака. Сейчас как раз комбикорм там разбух. Частички выходят. И вот она прям тут стоит. Ух ты, по губам, по бороде кому-то зарядил. Мужики уже разбазарились, водочки попили, душа в рай полетела. Сразу, ребята. Сразу. И сюда. Больше топишь леску, чем ловишь. О, трещит лед. Сразу, ребята.
ты, в шахте прям. Офига. Вот оно. Опа. Прям в шахту, ребята. Так, уже 30 человек на яме. Да. Народу, конечно, куча. Чё, все ловят потихоньку. Кто-то ловит, кто-то не ловит. Кто-то ходит, кто-то бурит. Кто-то окуня ищет. Все по-разному. Плотва поклевывает пока. Это радует. Когда есть варианты, ребята, лучше ловить с запасом. Сейчас у меня появился компрессор. Кстати, сую его в холодильник. Рядом розеточка. И все четко, нормально. Можно сохранять живца неделями. Живец активный. Вообще плюхается там. Даже выпрыгивает с чашки. Ну, у меня там тазик такой. Короче, надо даже крышкой накрывать, потому что активничает. Кислород поступает так. Хорошо им. Ох ты какая, блин. Смотрите, ребят, какая малыха. Таких малых и жарить можно. О, какие красивые. Аж камни залазят. Ну все, ребята, хорош. Отдохнул, наловился живца, блин, целый кан. Да, там не только живец, крупняк тоже. Вот сколько техники, ребят, смотрите. Какой только нету. Всякие разные БТСы. Мужики, наверное. Там у Женьки БТС уже. Вот это я не знаю. Что за тележки такие маленькие. Такие всякие разные, ребята. Кто на что гораст. Кто на машине, кто на чем. Такая ямка, ребята. Все ловят. Клев идет, первый лед. Шикарно. Пару часиков отдохнул нормально. Задачу выполнил, самое главное. Ехаем. Приехал, ребят, посмотреть переправу к озеру. Ну, здесь текет она, зараза, еще чуть-чуть не хватает, метра полтора не хватает. Да, жалко, обидно, но это факт. Вот тут подъем, ребят, идет единственный. Больше никак не получится. Проехал, ребята, вдоль реки, посмотрел переправу, тут тоже поблизости нету. Там потом кусты уже, ну, обрывы такие завалистые, тут не подняться в этом районе. Печаль.
печалька. Местами еще открыто вообще. Рано, рано, рано. Все это рано. Ну вот и дома, ребята. Все в шаговой доступности. В деревне, конечно, проблем с этим нету, никаких прицепов. Потихоньку заехал. Все нормально. Ребятки, добрался до дому. В общем, прокатился. Отлично, все. Доволен, что с собакой все в порядке. Техника в идеальном состоянии, ребята. То, что можно сейчас выдвигаться в тайгу, куда-то искать рыбалку, путешествовать, отдыхать и так далее. Погода, ребят, шикарная. Идет маленький снежочек. Но лед, ребята, лед не дает нам заняться самой любимой рыбалкой. Это жерлицы, щука. Я знаю, что сейчас, ребята, щука она берет, тем более на озере. Ну, на Таежное озеро, ребят, не проехать. Рисковать, конечно, нет смысла. В общем, как-то так. Не мое, ребята, это сидеть, ловить плотву. Хотя, допустим, если заняться, можно, ребят, ее надолбить. Не знаю, пару ведер, наверное, на засолку, на вялку, на сушку. Куда угодно. Я, в общем, пару часов, ребят, прокатился. Ну вот 7-литровый кан полностью полный. Причем сорога хорошая попадается. Ребята все довольны, открылись, все рыбачат. Не знаю, ребят, живец, в принципе, с запасом. У меня еще в холодильнике есть окунь, есть карась покупной. Ребята привезли мне. В общем, надо думать, ребят, рыбалку. Все. Такая небольшая прогулка до реки. Все, ребята, увидимся. Всем, ребята, твердой воды. Так, ладно. Живца, ребята, в тазик. И снежку туда добавим. Ну вот. Как-то так. Ребята, пару часов рыбалочки. Классно отдохнул. Плотвы надубасил. Ну вот есть такие кони, конечно, не живцовые, но я что-то все это туда. Обычно снежка еще, ребята, и сегодня у нас баня топлена в холодный предбанник, там как бы +1, там +2 на полу будет. И в целом нормально, потому что у нас и в холодильнике живется у меня. Ну, такие селедочки тоже попадаются. Красота. Ну, средняя в основном плотва. Мелкой здесь плотвы, ребят, нету. Вся средняя плотва. Вот котлетный вариант. Я их так называю. Теперь немножко снежку. Снежок кислорода дает. Вот так вот. И пускай они там плавают у меня.